В России высказываются сомнения в обоснованности ареста подозреваемых в недавнем убийстве одного из лидеров оппозиции Бориса Немцова. Они появились буквально на следующий день после того, как задержанные были представлены суду в Москве. Один из ближайших соратников Немцова, Илья Яшин, заявил, что следствие придерживается, по его словам, не выдерживающей критики исламистской версии убийства, выводя таким образом из-под удара президента Путина. В Бердянске, на юго-востоке Украины, добровольцы батальона «Азов» провели выходные учения на фоне шаткого прекращения огня в регионе. 7 марта они отрабатывали тактические приемы, включающие боевую стрельбу. Как заявил представитель батальона, его участники полагают, что поддерживаемые Россией сепаратисты намерены использовать режим прекращения огня для перегруппировки перед новыми операциями. Из региона не раз поступали сообщения о небольших перестрелках, несмотря на соглашение о прекращении огня. В Кабуле представители НАТО передали вооруженным силам Афганистана партию оборудования средств коммуникаций. Выступая на церемонии передачи, заместитель командующего силами НАТО в стране генерал-лейтенант Карстен Якобсон отметил, что афганская армия достигла заметных успехов в борьбе с талибами. Подразделения НАТО были в основном выведены из Афганистана в декабре прошлого года, после чего в стране остаются примерно 12 тысяч натовских военнослужащих, продолжающих обучение афганских военных. На улице Пешавара на северо-западе Пакистана вышли пенсионеры, требующие повышения пенсий. Они заявили, что рост цен в стране заметно опережает рост социальных выплат и что пенсионерам становится все труднее сводить концы с концами. Здесь же, в Пешаваре, полиция представила людей, недавно арестованных здесь в ходе борьбы с уличной преступностью. Речь идет в частности о таких ее формах, как кража денег или мобильных телефонов. Представители полиции отметили, что у всех задержанных было найдено оружие, и что только за последние недели они совершили десятки грабежей. В столице Молдавии Кишиневе состоялось шествие, участники которого заявили, что хотели бы изменить в обществе негативные стереотипы о феминизме. Они раздавали листовки, написанные на румынском и русском языках, а сама акция была приурочена к Международному женскому дню 8 марта.